В Ухте в День знаний двери для студентов распахнул и Ухтинский государственный технический университет. В этом году вуз принял более 600 новоиспеченных студентов на программу высшего образования. Столько же пришли учиться в колледже при университете. Это и ухтинцы, и гости из экзотических стран. Подробности у Виктории Науменко. Традиционная торжественная линейка для студентов в этом году проходит в зале университетского спорткомплекса «Буревестник». На улице перед главным корпусом не позволяет уже осенняя погода. Но настроение новоиспеченных студентов она не омрачила. Ребята в радостном волнении. Интересно, что будет дальше, посмотреть хотя бы однокурсников. Да, пока никого не нашли с нашего направления, но ищем. Смотрим, слегка волнительно, что будет в этом учебном году, когда ты хочешь 11 лет в школу, а тут новое место, новые люди. Все эти девушки из школ Ухты и соседнего Сосногорска. В этом году на программу высшего образования в ИГТУ поступили 60 местных ребят, в том числе медалисты, олимпиадники и так называемые высокобальники. Так, золотая медалистка Мария Траханович, многократная победительница олимпиад и конкурсов различного уровня, давно решила поступать именно в Ухтинский вуз. Это действительно один из самых лучших вузов нашего региона, Республики Коми, да и вообще Северо-Западного округа. К тому же я очень люблю мою малую родину, мой любимый город, мою республику. В этом вузе учились все мои родные, близкие, и поэтому я хотела продолжить традицию. Да и к тому же я считаю, что могу принести пользу родному региону. В этом году в вузе не обошлось без новых направлений подготовки. По словам ректора, решение об открытии новых специальностей принимали, руководствуясь не модными веяниями, а исключительно актуальностью на рынке труда будущих выпускников. Например, ландшафтная архитектура. Очень такое прям направление, которое сегодня развивается. Вы видите, как развивается загородное строительство, например, и в Республике Коми, и в центральных регионах России. Сегодня такие специалисты, они востребованы. Дорожное строительство – еще одно актуальное направление. Дальше, если говорить, например, о тех задачах, которые в том числе президент нашей страны ставит, о том, что нужно не вывозить сырье, а его перерабатывать здесь, на месте, тем самым создавая валовый национальный продукт на своей родной земле. Вот мы такими направлениями тоже занимаемся. К слову, 82 студента, поступивших в этом году из зарубежья. Попасть в число студентов УГТУ еще можно. Остались бюджетные места на всегда востребованных направлениях: нефтегазовое дело, электроэнергетика, электротехника и техносферная безопасность. Приемная кампания с учетом дополнительного набора продолжится до середины сентября. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.